Здравствуйте. О, приветствую. Вот, здрасте. Как у вас здесь все ярко, классно? Ну, конечно, так это же я, так всегда у нас. Ярко, сочно, классно, мощно. Так и должно быть. Ну, конечно, вы как думали. Что, чай, кофе? Слушай, от кофе не откажусь. Все отлично. Данил! Любое интервью — это прежде всего ты открываешься людям. Ты пытаешься. Все, работаем? Конечно, работаем. 11 сентября единый день голосования. Так. Это выборы, к которым будет приковано внимание, поскольку в должности главы республики Владислав Ховалык, это на его веку, скажем так, первые выборы такие, которые будут проходить. И у населения, которое политически сейчас неграмотно ввиду определенных причин, вот спрашиваем у альтернативных политических сил, что это за выборы, кого выбираем и куда выбираем. Во-первых, хочу поблагодарить редакцию 108 канала, что вы приехали к нам в гости в очередной раз. Считаю ваши СМИ объективным по той простой причине, что вы не делите людей на красных, синих, белых, голубых, желтых, оранжевых и так далее. Вы всегда приезжаете и выясняете ту или иную позицию, ту или иную точку зрения. Спасибо вам за это. Отвечая на ваш вопрос, мы не просто альтернативная партия или альтернативная сила, мы вторая по силе парламентская партия нашей страны с большой историей, с богатым опытом, с огромным количеством инициатив и предложений, направленных на улучшение жизни наших людей. Это не общие слова, это факты, о которых говорит наша каждодневная работа. Если говорить о том, что нас ждет 11 сентября, во-первых, это выборы в городской хурал представителей, главный законодательный орган города Кызыла. Выборы, они проходят достаточно часто, этот хурал изберется на 5 лет. И для наших зрителей я хочу пояснить, что именно от выбора того или иного человека, за которого вы проголосуете, от его гражданской позиции будет зависеть то, как будет жить наш город в ближайшие 5 лет. У нас есть, конечно, в Кызыле огромное количество проблем, а где их нет. Но в то же время нужно изыскивать внутренние силы, потенциал для привлечения инвестиций, финансов, для грамотного распределения и без того не очень богатую нашу казну, которая является всегда дефицитной. У нас бюджет минусовой. И с каждым годом, и с учетом нынешнего политического времени, да, он как бы все время все больше и больше у нас растет отрицательные вот эти вот моменты. Но тем не менее, даже с учетом этого, мы должны понимать, что в хурале должны сидеть люди, как вы правильно сказали, имеющие не просто альтернативную точку зрения, она может быть действительно лучше, она может отражать чаяние большего количества избирателей, наших земляков, граждан, но здесь есть одна проблема. Когда в городском хурале сидит из 26 депутатов, от оппозиции, от нас, там, если в общем числе брать, всего 4 депутата, то принятие того или иного решения это будет очень проблематично. Поэтому для того, чтобы хурал был интересный и живой, и открытый, я в свою очередь каждому из вас гарантирую, уважаемые друзья, что депутаты от КПРФ, коммунисты, это прежде всего будут открытые люди. Никогда не боимся отвечать в социальных сетях. Все время снимаем разные ролики, видео, чтобы люди нас видели, нашу работу. Это не хайп. Вы просто откроете положение о статусе депутата муниципального, да, там прям черным по белому прописано. Общаться, показывать, рассказывать. То есть мы общественники в том числе, не забывайте, это наша суть. Также тяжело нам и в Госдуме. Вот берем хурал, берем Госдуму. Единая Россия в Госдуме большинство? Большинство. Мы недавно пытались несколько законопроектов сделать очень интересных о повышении заработной платы, допустим, учителям и врачам, то есть чтобы 2 прожиточных минимума была вот тарифная ставка, чтобы не ниже никак, а потом идут проценты, надбавки и так далее. Единороссы что сказали? Да, предложение хорошее, запятая, но... И идут какие-то непонятные абсолютно отговорки, связанные там с бюджетом, с нехваткой денег и так далее. И наш законопроект отклонили. Законопроект об образовании, об оптимизации медицины, против которой мы голосовали вообще там, не знаю, 10 руками, протащили. Повышение пенсионного возраста они протащили. У нас не хватает людей, у нас для принятия решения мы... в меньшинстве в Госдуме, но в меньшинстве в плане того, что мы вторая сила, но мы проигрываем Единой России в этом вопросе. То же самое и в хурале. Давайте для наших зрителей поясним проект оптимизации медицины, Да. против которого голосовали. Против. Давайте буквально в формате нескольких А я могу... Скажите, что это. А вот смотрите, когда сокращаются амбулаторные, как говорится, фельдшерские, акушерские всевозможные пункты, да, там в районах, в селах, то есть людям приходится для того, чтобы получить медицинскую помощь,
приходится ездить за несколько сот километров, там, допустим, из деревни в районный центр, если там что-то есть, из районного центра в город, допустим, да, в наш Кызыл там и так далее. Это и есть эта пагубная, отвратительная оптимизация, против которой мы активно выступали и выступаем. То, что сейчас открывается, там один амбулаторию открыли, то это не то. Оно глобально вопросы медицинского обслуживания качественно не решает. Поскольку, если я живу в Чидане, допустим, или там на Западе где-то, в каком-то селе, я, допустим, жена рожает у кого-то, да, то есть, или КТ получить, или еще прочее. Вы поймите, это должно быть настолько централизованное финансирование всей этой системы. У нас в стране здравоохранение очень сильно хромает. На него из общего бюджета выделяется в районе 2,5 или 3%. Это же такие копейки. Недавно мы были в онкологическом центре в Кызыле. Да там просто места нет, понимаете. Главный врач просто молодец. У него постоянно эти проверки, их пытаются штрафовать. За что? За то, что по квадратуре, по площади, там какие-то нормы они нарушают. А куда он переедет? Соответственно, приезжал наш депутат Госдумы, мы составили соответствующее письмо Министерству здравоохранения, там, первому заместителю правительства и так далее, чтобы процесс двинулся, чтобы новый онкоцентр построили. И таких ситуаций, таких моментов очень много. А про платность медицины мы будем с тобой говорить? Это вообще отдельная тема, поскольку количество на рынке медицинских услуг за счет страховок, там, короче, бесплатно, 50%, 50% все платно. Ну, представляешь, при пенсии там 14 тысяч рублей бабушка или средних возраста человек идет в аптеку. Подорожание лекарств 30-40%, это еще минималка. На западные лекарства подорожание на 70-80%. Вот ты и задаешь вопрос, почему я в КПРФ? Ну, потому что я не согласен с тем курсом, именно вот по этим вопросам в частности, который проводится. Поэтому, когда человек, даже кто не верит в выборы, говорит, что вот они такие сяки. У нас в Туве сложные выборы, реально. У нас при правильном демократическом построении, при правильном выборном процессе парламент должен быть плюрализм мнений, должно быть много партий. То есть парламентских. Я вообще против всех этих партий, Давайте которые... нашим зрителям терминологию плюрализм расширим. Плюрализм — это когда у тебя есть выбор среди той или иной позиции. То есть не одна вот позиция, надо вот только так. А чтобы слушать того, вот того, того. И не просто слушать, но иногда, может быть, принимать какие-то важные решения на основе его мнения. Если же говорить о других партиях, я лично ответственно на камеру заявляю, в Туве только две партии есть, реально работающих. Это наши оппоненты, вечные наши оппоненты из «Единой России», с политикой которых я во многом не согласен, внутренне особенно, да, и КПРФ. Других партий просто нет. Они появляются только от выборов до выборов. Вот они приходят, они понимают, о, выборы. Какие у нас партии есть? И начинают смотреть. Увы, но нам федеральным законом, у нас этих партий огромное количество в стране, их десятки. Поэтому прыгнуть куда-то, чтобы поучаствовать в выборах, вариация есть. Но я сторонник того, чтобы в России оставить всего лишь несколько партий. Вот демократы, центристы и левые, то бишь мы, да, левый фланг. И все, и пусть они воюют. Об экологии говорят зеленые. О чем об экологии не говорим? О медицине говорят какие-нибудь там партия пенсионеров, о пенсиях. Ну что, мы о ней не говорим. Зачем смысл? Эта власть размывает электорат, вот это вот политическое поле, дабы оттянуть голоса у тех, кто реально может представлять силу. Допустим, это мы. Поэтому других партий не существует. Пусть на меня коллеги не обижаются, но работаю уже много лет в Туве с нашей командой, я ни у одной партии не видел реальной работы. Ни одной. Мы в год, не хвастаюсь, зайдите на наши ресурсы и посмотрите. Мы в год, согласно плану годовому работы, проводим в год около 200 мероприятий прямых. Люди, встречи, помощь, депутатские запросы, конкретные выезды. Ой, их очень много. И самое главное, это должно рано или поздно отразиться на итоговом результате голосования, допустим, за нас. Люди же видят. У нас также развиты социальные сети. Люди нам огромное количество пишут. Вот наш оператор снимает. Он мой помощник, депутат Хурал. И он понимает, что мы-то это все видим как люди. Поэтому выборы. Я призываю всех. Вот суть выборов в чем? Надо прийти на выборы массово. Нам нужно увеличить явку. Тогда возможности для каких-либо фальсификаций, каких-либо телодвижений в отрицательную сторону это будет сложно сделать. И плюс это трехдневка. Я категорически против этой трехдневки, поскольку она дает опять же маневр тем, кто организовывает выборы, что-то придумать. Поэтому 11 сентября это очень важный день. Мы голосуем за депутатов города. Вот, на кого-то можно злиться, на кого-то нет. Вот в соцсетях буквально несколько дней назад там написали у нас в комментарии, что, мол, депутатов не видно. Мы даже не знаем, кто у нас там на округах, мы даже не знаем, кто у нас вообще в городе есть. Абсолютно законный, правильный такой довод.
То есть такое замечание может быть. Поэтому я даже с себя не снимаю ответственность. Я даже людям говорю, если где-то не доработал, я это могу признать. Я абсолютно честен и перед собой, и перед товарищами. Поэтому для того, чтобы выборы были конкурентными, нужно идти и работать постоянно. У нас тут есть одна особенность, в отличие от других регионов. Здесь выбирают все-таки человека. Тут особо на программу как бы людям все равно, что ты пишешь в своей программе, что ты хочешь улучшить, что ты хочешь сделать. Просто знаю, не знаю. Вот именно это особенность Тувы. Что касается нас, мы идем на выборы молодой команды. У нас средний возраст 40 лет. Все коммунисты. Нет ни одного какого-то, не знаю, кто там, пришел случайный человек, собрались где-то чай попили, все, мы идем на выборы. Такого у нас нет. У нас выдвигают с низов, с первичек кандидатов, мы их обсуждаем на мероприятиях. Такая вот прямая демократия. Поэтому в этом плане мы надеемся на то, что мы очень хорошо отработаем. Мы представим людям свою программу, она будет включать экологический вопрос, она будет включать выборный вопрос, мы за прямые выборы мэра. И так далее и тому подобное. То есть программа сейчас с нами готовится. Поэтому я надеюсь, что та часть нашего общества, кызыльского, в частности, которая думает, она все-таки придет и проголосует. У Единой России есть аппарат административный, да, сами понимаете. У нас простой народ. Трудяги, работяги, предприниматели, бизнесмены и так далее. Поэтому вот в этом вся суть. Хотел попозже спросить, но так архитектура диалога нашего сложилась, что спрошу сейчас. Какие слова? Архитектура диалога. У политтехнологов существует такой термин. Выборы начинаются на следующий день после выборов. Как вы относитесь к этому? Ну что значит выборы? Просто работать надо. Для кого-то выборы это светануться за два месяца до выборов, нифига не делая. Да, извините за такой же организм. Для других же это каждодневный труд. Да, безусловно, конечно. Чтобы доказывать свою состоятельность, надо постоянно быть в контакте с людьми. Ездить, встречаться, думать. Иногда бывали такие моменты, которые меня просто изнутри разрывали, когда люди пишут, не с моего, допустим, избирательного округа и вообще в целом, вот там вы долгое время не можете на хоккейной площадке свет установить. Я говорю, я туда несколько раз приезжал, ходил в управляшку, звонил, значит, в мэрию, постоянными звонками всех мучили, чтобы один вот этот плафон повесить. Я бы его сам за свои средства бы там повесил. Но его могут снять, потому что есть закон, есть процедуры, кто может там что-то устанавливать и так далее. И реакция иногда некоторых депутатов мне иногда непонятна, когда они что-то могут игнорировать. Я как бы не буду говорить, но я считаю, что это те моменты, когда это необходимо делать, людей надо слушать. И еще, люди часто поливают грязью общественников, да, там могут какую-то вообще ерунду написать в социальных сетях. На это реагировать не надо. Надо идти вперед и заниматься каждодневной работой. Вот смотрите, вот у нас буквально за последние несколько лет у нас несколько творческих коллективов, ветеранских и молодежных. Мы покупаем им сейчас аппаратуру. То есть часть уже купили, сейчас снова идут. Гитары, барабанная установка. То есть это что, не работа? А когда, допустим, приезжают к нам, мы это просто в некоторых моментах не освещаем. Приезжают люди с организацией, просят не светить их, потому что боятся каких-то репрессий. Помогите установить то, помогите купить то. Мы же помогаем, но мы об этом нигде не говорим, так как люди боятся. Самая главная проблема – искоренить в людях, в нашей Туве, страх перед властью. Он здесь просто колоссальный. Настолько люди боятся своего дорогу, да, там, боятся что-то лишнее сделать, потому что, ну, как бы есть такие моменты. Этого делать, бояться ничего не надо. Мы все свободные люди. Кто-то скажет, тебе легко говорить, вот, типа, у нас же там родственники, родня, брат, сват, там-то, там-то работают. Так это по всей стране? Так? Не по всей стране так, поверь мне. В Туве это имеет гипер такую выраженную такую суть, поэтому здесь как бы нет. Поэтому не надо ничего бояться, надо быть честным перед самим собой, открыто выражать свою позицию. Сейчас еще законопроекты такие хотят Единая Россия в Госдуме принять. Они ужесточают форматы проведения митингов, одиночных пикетов, чтобы народ не высказывал свою позицию. Законно, подчеркиваю, законно. У нас в Конституции что написано? Свобода слова. Право на свободу слова, на бесплатно, говорю, господи, свободно собираться в общественных местах и выражать свою позицию. Никто не имеет права запретить, но сами же единороссы говорят, так это же мы о вас думаем, чтобы мало ли там что на мероприятии не произошло, вы не пострадали. То есть свобода слова это вещь такая, она не должна перекликаться с твоей свободой. То есть все должно быть очень разумно. Поэтому мы все это делаем разумно. Мы единственная, кстати, партия, единственная, кто за последние года
провел более 65 мероприятий, направленных на отстаивание социальных прав. Против роста цен на ГСМ. Ни одна партия этого здесь не делала. Против роста цен на продукты первой необходимости. Да, там, на социальные какие-то моменты. Никто этого не делал. Мы это делаем, показываем, рассказываем. О нас говорит вся страна. Люди к нам приходят, в партию вступают, поддерживают нас. Только наступают выборы, и начинается, всплывают все эсеры, ЛДПРы, пенсионеры, казаки, шмазаки, зеленые, синие, голубые, короче, повылазили со всех нор. Спрашивается, а где вы были до этого? Куда вы повылазили? Где вы были? Каждую партию, сразу могу вам сказать, приглашаем на дебаты. На дебаты приглашаем всех. Новых, старых людей. Вообще это кремлевская партия. Новые люди это не партия, это кремлевский проект. Мамочки молодые голосуют, может быть, там молодежь, там из-за Сардана или еще что-то. Но это прям пустота. Пенсионеры, казаки, кто там? Оранжевые эсеры, ЛДПР, Единая Россия. Всех зовем на дебаты. На дебаты. Давайте докажем. Пусть люди смотрят в открытых дебатах, чья позиция будет верная. Вы думаете, все примут дебаты? Нет. Но мы это будем делать. Я надеюсь, что 108 канал, вы придумаете какую-нибудь интересную вещь. Пусть люди видят борьбу программ, а не вот так вот. Пришло лицо, зарегистрировалось, еще зарегистрировалось и вперед. Поэтому в этом плане мы работаем. Молодая команда, средний возраст 40 лет. В этом плане, я думаю, что мы с оптимизмом смотрим в будущее. В том числе и на выборы. Еще один вопрос такой параллельно. Я так понимаю, мы, Роман, по-моему, в одном дворе, да, живем? Я Да. Титова 36, вот как раз Да. футбольная коробка. И вот что я из года в год наблюдаю. Так. Я выхожу, вижу контейнеры с мусором. Я вижу полуживую футбольную площадку. Ее вообще уничтожили, конечно, за год. В сторону центра русской культуры отсутствие нормального света в ночное время. Непонятно, что там происходит в магазине, где лакомка, в подвале. То ли там зал игровых автоматов, то ли там какое-то тайное общество собирает. Масоны, туинские. Да, непонятно что, да, и это из года в год. Так. Вот я так понимаю, что предстоящие выборы и люди, которые выдвигаются, должны эти проблемы решать. Вот из года в год, по твоему мнению, почему не решается? Потому что самый главный ответ здесь прост. Людское равнодушие. Люди сами привыкли к тому, что происходит вокруг них. Чтобы сделать шаг влево или шаг вправо, обратиться к депутату, прийти, допустим, к нам, поднять этот вопрос на камеру. А ведь на камеру 97,8% жителей Тувы боятся что-то говорить, 99%. Они могут говорить, они жалуются, вечно могут быть чем-то недовольны, но открыто выразить свою позицию на 108 канале или где-то у нас никогда. Вот с этого и спрос. Люди к этому привыкли. Да, можно написать там депутату, к нам обратиться. Светом, депутатами городского хозяйства мы запросы сделаем, почему то не горит, там нету, там туды-сюды. Вот эти вот подвалы, убитая коробка и так далее, это все следствие культуры. Это все следствие менталитета вот это по поведению. Да, я был на открытии этой площадки. Мы там, помню, товарищескую игру играли, мэрия против депутатов Хурала. Я видел ее, да, она как бы, да, подушаталась, конечно, мягко говоря. По поводу контейнеров и так далее, они всегда вроде нормальные, их там вовремя убирают, это мусора именно на этой территории я не видел. То есть всегда выкидываю мусор, они всегда чистенькие, то есть как бы они опустошенные, все нормально. Мы же не говорим с тобой про лиц асоциального поведения, кто там может иногда на скамейках спать и так далее. Это все от определенной культуры. Вот я недавно приехал из Казани. У нас был левый форум, «Дружба народов» назывался. Нас водили по народному предприятию. Я тебе так могу сказать. Я настолько был шокирован. Во-первых, менталитет людей. Там 100% интернационализм. Там никто никогда не будет смотреть на цвет твоей кожи, глаз разреза. Там очень много интернациональных браков. Прекрасный город, дороги топ. Да, там есть вопросы, кто-то скажет, зачем Казань сравнивать с Кызылом. Но там и финансирование, да, у них там определенно идет, что у них с Москвы возврат денежных средств в виде проектов идет. Поэтому они так активно строятся. Кто мешает в Туве открыть такое же народное предприятие, как открыли они в Татарстане? Это наши люди, казанков. Ты не представляешь, 4500 рабочих мест. 842 магазина по Поволжью. Они выпускают продукцию, у них все свое. Колбасы, йогурты, молоко, сыры, абсолютно все. Они с правительством Татарстана, которое помогает, Мариэл их гасит, наших казанковых, вот там, этим негодяи. А президент Татарстана с правительством пошли навстречу, дали землю.
дали возможности. По программе тем, кто работает в этом предприятии, они, соответственно, Хузангаевская называется, они, соответственно, строят новые дома. Вот ты туда заезжаешь, и ты попадаешь просто в развитый социализм. Там есть все. Евро все. Зарплата в среднем, тот, кто, допустим, на комбайнах, а там больше 600 единиц только техники, новейшей. Все такие с флагами красными, знаешь. Средняя зарплата 70-80 тысяч. У продавцов магазина в районе 40 тысяч. Те, кто работает на предприятии сырые и прочее, делает 60, тоже 70 тысяч. Все вовремя, все четко и постоянно идет развитие. У них только одна оборотка 15 миллиардов. Поэтому в этом плане вы должны понимать, что ни одного кредита. Все на свои средства. И я видел на этом фестивале чувашской культуры в Татарстане, вот было приурочено, какой они шикарный парк открыли. Все делается для людей бесплатно. И вот по поводу медицины. Там открыли центр глазной хирургии в деревне. Шикарное здание, туда приезжают даже со многих областей. Продукцию, которую они продают, которая имеет сотни наград, европейских, азиатских и так далее, по себестоимости, ну то есть продают по ценам именно вот как они произвели, в своих магазинах и реализуют. Никаких сверху наваров и так далее. Прекрасное предприятие. Вопрос, что мешает у нас в Туве это сделать? Я не сельхозник, но власть должна быть заинтересована найти таких людей, да съездите вы по обмену опытом. А сам прикол в том, что это коммунисты делают, понимаешь? Казалось бы, власть, да, это Единая Россия в массе своей в Татарстане, а тут коммунисты пришли, депутат Госдумы от КПРФ, коммунист, кооперация, помощь, развитие на 4,5 тысячи рабочих мест. Что у нас в Туве? Много рабочих мест? У нас самый главный вопрос – это отсутствие рабочих мест, людям работать негде. Кто-то мне говорит, вот наши не будут работать. Пойдут пить. Я говорю, что, идиоты, что ли? В смысле пойдут пить? Они будут пахать за эту зарплату, они будут просто, он хоть что-то домой поесть принесет, деньги будут, понимаешь? Поэтому это вопрос компетенции. Поэтому в город и вообще в целом, люди, пожалуйста, прежде чем что-либо делать, вы должны думать. Думать, вот посмотреть, что, как. Да, многие скажут, вот смысла нет. Все за Единая Россия там решила. Так это им выгодно, чтобы вы так думали в своей голове. Поэтому для нас основная, самая сложная задача достучаться до голов людей. Чем больше будет альтернативных кандидатов от оппозиции в Горхурале, тем интересней будет сам политический процесс и возможность принятия определенных решений. Вот и все. Возвращаясь к кандидатам от регионального отделения партии КПРФ, Да. кто выдвигается в этом году? Выдвигаются наши товарищи, мои товарищи. То есть мы идем на выборы, это и наши Ладой Дамбакулар, и Владимир Васильевич, еще ряд товарищей, там, Денис Денисов, и многие-многие другие. Мы все одномандатные округа перекрыли. Общее количество не можете сейчас? Ну почему? 26 же у нас депутатов в Горхурале сидит. Ну и, соответственно, общее количество, ну как мы документы подавали, около 30 человек мы подали. Ну там по закону все. Не более стальки-то, не более стальки-то. Все, мы в рамки попали, конференцию провели четко и вперед в бой. У нас молодежь идет достаточно активная. Ведь что такое выборы? Некоторые надеются на то, что вот у них есть админ-ресурс. Есть кое-какие деньги. И они своим авторитетом, вот мы такие. Вот смотрим у кандидатов в Единой России. Бюджетники, люди, кто занимает определенные позиции, посты, тоже, может быть, даже финансово, да, такие состоятельные, они уже думают, что они победили. То есть мы же идем от Единой России, значит, мы, наверное, победим. Потому что как бы все будет работать на них. Кто идет от других партий? В массе своей от других партий идут люди, кто в той или иной степени в этой жизни сейчас, на данном этапе, не то чтобы ничего не добился, они идут же в депутаты, это же общественная работа. Так работы-то у вас нет, для чего вы идете? Если вы все это время не работали, где гарантия, что вы станете депутатом и будете работать? И тут мы, мы общественники по крови своей, мы прям трудимся постоянно, и мы знаем, что надо делать. Инициативу мы брать готовы? Готовы. Нести ответственность готовы? Готовы. Народ потом с нас может спросить за наше там какое-то неделание? Может, имеет на это полное право. Депутат – это не состояние, может быть, положение в обществе. Я простой человек, я Роман Тамоев, простой гражданин. Да, у меня есть социальный статус – депутат. Но я ничем от вас, пацаны, не отличаюсь. Я просто наделен определенными полномочиями, которые могу высказать в хурале представителей, на каком-нибудь комитете. У нас, кстати, вот кто бы что ни говорил, а мы на комитет можем прийти. Вот, допустим, у тебя сломало что-то в площадке. Ты звонишь мне, говоришь, Роман, так-то, вот давай как-то можешь этот вопрос решить по площадке. У нас комитет по спорту. Я сажусь, там депутаты другие сидят, говорю, вот, товарищи, вот такая же тема поступила, надо рассмотреть. То есть надо финансирование, допустим, можно будет обсудить вопрос финансирования. Другой вопрос, что большинство это примет или нет, но я его всегда озвучу. Поэтому вот суть, она именно такая. Нельзя себя обманывать, на партии пустышки вестись нельзя.
Надо смотреть только на тех, кто работает и готов нести ответственность. И еще, самое главное, мы никогда не участвуем в какой-либо дележке. Понимаешь, мы вот в такие плохие процессы коммунисты никогда не лезут. К нам много кто приходит из разных людей, общаются, то есть предлагают свои услуги, можно так сказать. Но у нас одна задача. Первое, мы работаем для того, чтобы донести программу КПРФ. Второе, у нас есть свои ресурсы и силы. Мы сами с усами, еще с какими. И, короче, вот идем на выборы. В этом плане все нормально. Роман, прям как с языка снял. Программа КПРФ. Да. Можешь тезисно? Тезисно. Первый вопрос, один из самых главных, безусловно, это экологический вопрос, который мы будем поднимать, и мы его рассматриваем даже на уровне уже Государственной Думы. Есть проект. Я просто не хочу его раскрывать, у нас в программе потом все попишите, а то они сейчас слижут с нас это все и у себя в программах сделают. Эко, это 100%. Потом, второе, это безработица. Мы будем делать упор на опыт. Не зря же я езжу в Татарстан. Я что, не отдыхать езжу? Я езжу знакомиться с опытом налаживания связей, чтобы потом, может, кого-то из тувинских аграриев и так далее вести. То есть это развитие народных предприятий, это рабочие места. Второе, безусловно, это вопрос, про рабочие места я сказал, это транспортный вопрос, номер один. Это просто пассажироперевозки, это просто катастрофа в нашем городе. И самое главное, мне кажется, это, я не знаю, одним из основных является, это социальные вопросы, это строительство детских садов, которое у нас прям тоже очень так стоит. У нас есть проект строительство детских садов в бюджетном варианте, то есть не те суммы, которые тратятся на один сад, тогда там по 500 000 рублей, ой, по 500 миллионов там на сад, 600, 700, чуть ли не миллиарда, да. У нас есть определенные проекты, которые мы готовы в городе реализовывать, опять же. Это безусловно, да. И, конечно же, мы за прямые выборы мэра. Это самое главное, подчеркиваю, мэра надо выбирать. Давай представим себе, пофантазируем. Давай. Надеюсь, когда-нибудь эта фантазия, она осуществится, и Так. не только там КПРФ, но вообще вот альтернатива, да? Услышали тебя, твои потенциальные избиратели, и завтра в городском хурале представителей КПРФ большинство. Ох ты. Вот за все из 5 сразу Да. взяться не получится. Конечно. За что первое возьмешься? Хороший, очень хороший вопрос. Первое, за что я возьмусь, да. Первое, за что я возьмусь, да. Объясню. Рома, а где? Первое, за что я возьмусь, это за контролем бюджетных денег. Куда сколько тратится, сколько где делается. Во-первых, возьмусь за оптимизацию самого управленческого вот этого вот аппарата и мэрии, и Кызыла. Надо будет полностью аудит провести по тем предприятиям, которые с казны высасывают большое количество денег, а толку ноль. Это я как бы по направлению не буду говорить, но я тебе говорю, это оптимизация конкретная. Должно быть дело не в количестве работников, а в их качестве. Я тебе даже больше могу сказать. Недавно мы написали заявление, у нас вон столб сейчас на здании упадет. Прошло уже полгода, ни ответа, ни привета. Я говорю, он сейчас просто рухнет. Чтобы ты понимал, да? Потом, значит, самое главное. Мэрия, как и депутаты, это должен быть открытый орган. Не отписки, а открытый. Каждый должен отвечать и выступать перед людьми. То есть люди имеют право раз в месяц, мы так сделаем, да, приходить в определенное помещение, там, которое определится, да, и напрямую задавать конкретные вопросы конкретному чиновнику. Это очень важно. Но опять же говорю, и улучшить инвестиционный климат в Кызыле. Вот еще основная задача. Чтобы сюда пошли деньги. Чтобы сюда пошли деньги, нужно менять менталитет. Менталитет в головах чиновников. Что ты не просто дорога с удостоверением, я в мэрии работаю, а я того знаю. Убрать это, выжечь это надо. Ты прежде всего работаешь для людей. Сюда инвестиции почему тяжело идут? Менталитет. Недавно на Дусхоле или где поставили такое заграждение красивое, все уничтожили. Безопасности вопросы, понимаешь? Опять же, менталитет почему, может быть, иногда не совсем с точки зрения культуры хромает? Отсутствие работы. Понимаешь, все друг на друга, нет примеров. Я недавно, когда на Красной площади проводил свой опрос, реально, что вы знаете о Туве? 95% ничего о Туве не знают. Вот мы говорим, борцы, Хуреш, Хомейжи, это круто. Но почему о нас не знают? Где наши деятели науки, деятели искусства, там спорт? Почему у нас, допустим, я лично считаю, Хуреш это круто, борьба это огонь, пацанам всем респект, единоборство это хорошо. Почему мы не развиваем игровые виды спорта, которые активно развиваются в других регионах? Таким образом, ты же брендируешь свой регион, ты же идешь его дальше, ты его развиваешь. Я считаю, что тоже мы сделаем. На спорт больше денег выделим, для того, чтобы детишки и вообще в целом могли бесплатно заниматься. Еще раз говорю, чтобы сюда инвестора затянуть в Кызыл, у инвестора есть опасения, они прям в негатив делают сразу же. Я тебе это говорю, потому что этим вопросом иногда занимаюсь. И чтобы сюда кого-то затянуть, нужно менять
как бы отношение чиновника даже к тем, кто из Саян. И нам в Туве, в Кызыле надо свой менталитет менять. Еще раз говорю, мы не пойдем вперед, если мы будем замыкаться только на Кызыле и на своей республике. О, там что-то за Саянами пусть, а мы вот здесь. Так не пойдет, развития тогда не будет. Дети должны хорошо учиться, чтобы потом прославлять своих родителей, чтобы они ими гордились и расходиться дальше, достигать, получать. Но когда мы сами на себе замыкаемся, как бы, да, вот знаешь. Это вот, на самом деле, вот я тебе так могу сказать, город и депутаты, они решают, как бы, вроде много чего можно решить, но из-за того, что бюджет маленький, из-за того, что он дефицитный, как бы не разбежишься, какие бы я тут речами не говорил. Надо смотреть, как бы, правде в глаза. И кто-то мне может сказать, что, мол, почему против того не голосовал, против того. А против чего там голосовать? Вот у тебя есть денежки, огромное количество проблем, да? Тебе надо, допустим, 100 тысяч, а у тебя в кармане лежит 35 тысяч. Где ты 65 тысяч возьмешь? Понимаешь, ты в минусах. Поэтому как-то надо это все затыкать, как-то это надо все сделать. Поэтому пласт работы большой. И когда ты говоришь, если мы придем и станем там большинством, Ну, да, безусловно, да, первым делом, безусловно, мы должны мэра выбирать, народ должен выбирать мэра, а не депутаты. Поэтому я считаю, что это одна из наших будет тезисных программ у КПРФ. Надо это прямые выборы вернуть. Будет это или нет, поживем увидим. Поскольку с мэра, который выбирается народом, и спрос должен быть гораздо больше, понимаете? А не просто депутаты проголосовали за код мэра и так далее. Вот и такие глобальные темы, которые мы будем идти с этой программой на выборы. Мне понравилось твое рассуждение относительно сельского хозяйства. И у меня вопрос. Да. Многие из людей Как жарко. бизнес-сектора республики, которые в бизнесе очень давно, я Так. не буду озвучивать их фамилии, в программе как штаг для молодой семьи, как сугубо популистскому предложению, поскольку развивать сельское хозяйство в больших масштабах, так как это делает хэштаг для молодой семьи, это абсолютно невозможно. Кыштаг. И все чаще в обществе проскакивает мнение, что это абсолютно убыточный проект, который ни к чему не ведет. Твое мнение? Кыштаг – это точечный проект для конкретной группы людей. Вот прям точечно. Вот для них. Массово он не решит вопросу там, ни безработицы, ни трудоустроенности там, и ни прочих моментов. Министерство сельского хозяйства Тувы совместно с правительством региона, там, замами, с главой там, и так далее, и Москва. Плюс удачный опыт каких-то предприятий в других регионах. Это нужно устанавливать контакты для того, чтобы это все осуществлять в Туве. Вопрос, кому это надо прежде всего? Предпринимателю ли, власти ли? Я был в совхозе Ленина-Грудинина. Я был у Казанкова вот, в этом Хузангаевском. Я не сельхозник, но я был потрясен. Если там это можно, почему этого нельзя сделать здесь? Я тебе еще раз говорю, вот смотри, какая схема. Директор предприятия коммунист, глава Татарстана единорос Миниханов. Не просто дал зеленый свет. Глава республики открывал парк 100 лет СССР. Там все, серпы, молоты, советские флаги, ансамбли. 25 тысяч людей. Приехал же, открыл. Он же не говорит, чок, коммунистер, чок, нельзя, коммунисты. Он прежде всего думает не такими понятиями иногда, как думают у нас в Туве. Он думает понятиями народа. Дать рабочие места. Ты знаешь, что 99% в Татарстане все газифицировано. Почему бы нам не поднять этот вопрос более глобально на уровне Тувы, что тяните сюда трубу. Почему, говорят, горы мешают, Саяны, а на Кавказе почему-то горы не мешают? Даже Республика Алтай, северный этот, уже газифицирована. У нас нет. Ну, рядом с дорогой проложите где-то. Жиженый газ, который сюда хотят возить. Ну, как бы глобально. Он что-то решит? Ну, вот, прям, чтобы глобально нет. Так я тебе говорю, самая главная суть – это менталитет чиновника. У нас менталитет чиновника абсолютно другой. Я бы сажал. Я бы прям за контроль бюджетных денег, неважно, министр чего ты. Вы должны, у нас в Туве можно сделать и растениеводство, да без проблем, огурцы, помидоры в легкую. У нас можно, там, не знаю, что, мы не можем разводить тех же самых, там, коров, куриц, да, там, комбинаты делать, свою продукцию не можем делать. Да можем, кто-то скажет, а где сбывать? Да есть где сбывать, давайте конкурировать, в родной Туве будем сбывать, Монголию будем сбывать, в Хакасию будем конкурировать, Красноярский край. Проблем-то нет, это все рядышком. Поэтому здесь как бы должен быть такой заказ в голове, государственной мысли должны чиновники, понимаешь? Кто-то скажет, вот тебе легко говорить, ты оппозиция, типа только можешь критиковать или что-то делать. Нет, друзья, мы не только критикуем, вот мы и предлагаем. Вот для чего я ездил, чтобы как бы опыта набраться, посмотреть, может быть с кем-то договориться, пообщаться. Поэтому, чтобы инвестиции сюда заводить в Туву, надо власть,
чтобы микроклимат в регионе меняло. Люди сюда боятся заходить. Это откровенно, и это правда, учитывая многие риски. То есть, как бы, понимаешь, деловая среда и прочие моменты очень в Туве иногда сложновато реализовывать. И я надеюсь, что эта тенденция будет меняться в лучшую сторону. Мы не так давно, честно признаюсь, когда я вижу аббревиатуру КПРФ, где-то, видимо, на подсознании генетически вот у меня срабатывает какой-то там, возможно, знаешь, там страх какой-то относительно... Если ты вор, будешь бояться. Да, вот. Посадим тебя. Я сейчас немножко про другое. Не про то, что я вор, да? Боятся воры, жулики и мерзавцы КПРФ. Наоборот, наверное, Воровать не надо просто. Вот и Утверждение все. сельхозполитики. Мы Так. не так давно с коллегами, это, по-моему, если мне память не изменяет, был конец мая. Ага. Были в Байтайге, недалеко от села Шуй. Ага. Там есть такое поле, оно называется Чангыс-Терек. Ага. Вот если Google карту или Яндекс карту, Так. не важно. Ну. И по площади посмотреть, вот он размером с Кызыл, Роман. Ты стоишь на горе, смотришь на это поле. И на этом поле сейчас от начала и до конца, то есть от видимой его части и до горизонта, растет один всем известный сорняк. Ну. А раньше это были сельхозугодия, которые Так. обеспечивали рабочими местами Так. ближайшие населенные пункты. Вот как ты думаешь, а если точечно взяться, вот выбрать регион? Тут много республики, вопросов. да? Тут много вопросов. Начиная. Найти, как Да, раз я понял. найти инвесторов, найти... Много вопросов. Вообще сельское хозяйство же, по сути, это в массе своей такая убыточная вещь, если к ней неправильно, ну, то есть, если к ней с должным подходом не отнестись. Тут вопросы и логистики, здесь вопросы кадров, здесь вопросы, вообще их огромное количество. Прежде чем инвестору зайти, он все 20 тысяч раз пересчитает, посчитает. Понимаешь, для инвестора же главное это заработать. Мы сейчас при таком капитализме живем, да. Поэтому это сложный вопрос, очень сложный. Здесь надо быть компетентным. Я откровенно говорю, я не сельхозник, я здесь некомпетентен. Но я хочу, чтобы это было в Туве. Что от меня будет зависеть, как от депутата или как от общественного деятеля, я готов сделать. Я готов сводить, я готов знакомить, я готов показывать, я готов рассказывать. Моя главная задача, чтобы люди видели альтернативу. Кстати, по альтернативе. Мы на наших каналах ролик мы запустили, который я снял в Татарстане. Я тебе говорю, я настолько впечатлен, уже пошли первые отзывы. В директ нам пишут там везде. А как это в Туве? А возможно ли это в Туве? Так вы общественный строй в Туве поменяйте. Капитализм замените на социализм. Все вам будет. Когда правильно пойдут деньги. Да, мы дотационный регион. Да, нам Москва дает на то, на то, на то. Контроль надо за тратой этих денег. Я иногда просто думаю, знаешь, вот построили один садик. Я почему-то в душе вот не сомневаюсь, что можно было за эти деньги 2 садика построить. Построили, допустим, отремонтировали какую-то дорогу. Я уверен, что за вот этот километраж дороги можно было рядом еще 1 километр постелить. Вопрос о контроле. Сейчас очень непростое время. Каждую копейку мы должны считать. Каждую копейку мы должны правильно тратить. Поэтому контроль. Не надо коммунистов бояться. Вы не бойтесь. Конечно, будут бояться те, кто не чист на руку. Кто боится какой-то проверки или шороха. Кадровая политика в Туве должна строиться не по кумовству, не по связям и не по родственным отношениям, а по диплому и по образованию. Понимаешь? Не может бывший студент занимать тут же какую-то высшую должность. Да дикость! Как может, допустим, какой-то, не знаю, грубо, может быть, скажу, быкам хвосты крутил, потом занимать какую-то высшую, опять же, должность. Так не должно быть. В советском была система кадров подготовки, когда ты от и до за определенное количество времени ты проходил все стадии. Ты мог быть молодым специалистом, тебя берет старший, он тебя всему учит. Уровень заработной платы практически был тогда одинаковый, представляешь? И ты уже был готовый специалист. У нас главная проблема это кадровая. Нельзя относиться к кадрам, знаешь, вот поставлю того, потому что он надежный. Так не надо думать. Надо иногда рисковать, надо ставить тех, кто готов рисковать. Такие кадры, они есть. Их просто надо искать. Надо конкурс открытый объявлять, чтобы люди могли конкурировать. Бизнесу надо помочь. Какие-то условия надо для него придумать. По аренде, по многим другим моментам, чтобы он мог дышать и жить, понимаешь? Ну и плюс, конечно, ценники на ГСМ. Опять же, это транспортная тема, да, там по логистике. Ну и, конечно же, я тему железной дороги не буду трогать. У нас депутат Глазкова достаточно активно по этой теме работает. Что если у них какие-то планы есть на дорогу, что опять будет реанимировать, насколько я знаю. Чтобы там была не одна колейка, а пассажирские перевозки, чтобы тоже были, чтобы это было оправдано. Поэтому... Знаешь, мне кажется, что Республика Тыва может зарабатывать колоссальные деньги на туризме.
Дикие деньги. Опять же, вот многие общественные деятели, там некоторые депутаты ездят, и очень много говорят о туризме. Я вот сколько уже, много времени слышу только вот надо. Будем, надо. Форумы, симпозиумы, они вечно сидят, они что-то вечно обсуждают. Когда уже к практической части-то перейдут? Я вообще все терпеть не могу, вот эти все форумы. Они там бла-бла-бла-бла-бла в массе своей, да, там не глобально, вот такие вот местечковые, региональные. Продавцы воздуха. Абсолютно верно. Когда уже, вот, допустим, ситуация. Пихеме, да, открыли вот базу отдыха, допустим. Ценник в сутки 10. Если какие-то приезжие, более богатые, могут там отдохнуть, спроси тогда вот, кто у нас в Туве из общей части народа может позволить себе 10 отдать за ночь? Ну, только те, Кто? наверное, кто принимает политические решения. Не только. Есть прослойка людей у нас и в Кызыле, и в Туве, кто неплохо зарабатывает. Ну, у кого-то получилось, короче, поднялись они. Но в массе-то своей, при таком количестве безработных людей, когда люди, многие живут на социальные пособия, да, там, детские там, и так далее. Люди, даже одна мама мне говорила 4 детей: Виталий Иванович, я готова работать, я не хочу получать социальные пособия. Окей, но у меня должна быть зарплата, чтобы я могла вытянуть детей. Муж работает за 28 тысяч, не буду говорить где, ну, работает в бюджетной сфере. А она сама в декрете сейчас, да, 5, но тоже была бюджетница, работала вот в этой, и зарплата у нее была 17 800. Когда у нас говорят, что в Туве средняя зарплата 40 с чем-то тысяч, конечно же, это не так. Там берет усредненные те, кто зарабатывает большие деньги, да, и самый низ, делают серединочку, вот тебе такая средняя. Кто может позволить? Вот в этом-то и глобальная суть. Какая-то семья мангушей, там, неважно кого, обычные там бюджетники, они что могут себе за сутки, хотя они хотят детей вывести, показать, да, это все. 10. К вопросу о доступности туризма. В Туве можно делать целый кластер. Прилетать будут иностранцы, наши жители. Я вот побывал в Казани, я за Туву так рассказываю, как ни один гид не расскажет. Я от чистого сердца за Туву топлю везде. Опять же, прилетят. Инфраструктура раз, безопасность 2, потому что, как бы сами понимаете, вопрос безопасности — это ключевые моменты. Качество сервиса. Качество сервиса и самое главное — цена. Почему некоторые лучше в Турцию слетать, за все включено, да, там какой 3 звезды, там за 60-70, когда они сюда могут прилететь, просто 1200, наверное, оставить, ну, с учетом всех этих моментов. Это очень важная вещь. И мне иногда кажется, что кто принимает решения по туризму или еще где-то, мне кажется, они просто оторваны от реальности. Они реально думают, что у нас люди зарабатывают по 70, 80, 100 тысяч зарплаты. Они, наверное, реально думают, что у нас здесь все просто кул, классно, чисто, нет проблем ни в ЖКХ, ни в дорогах. Вот я иногда не понимаю, тарифы образования, цены, они вообще совсем, что ли, с ума сошли? У нас люди столько не зарабатывают, чтобы столько тратить на отдых, хотя готовы. Поэтому какой у нас выбор люди делают? Тачку завели, дома всего набрали, в магазин заехали, сок купили, прыгнули в машинку, 15 литров залили и поехали на озеро. Никто не спросит, никаких трат в принципе нет, легли и загораем. Хотя, конечно, хочется и сервиса. Конечно, хочется многим жителям Кызыла, я многих знаю, кто даже в тот же ни разу не был. Кто ни разу не был даже на Западе, в той же Байтайге. Я много таких людей знаю. Туву можно сделать кластерно, договориться с авиакомпаниями, как это вот, знаете, вот прям продумать, потому что у Тувы потенциал туристический колоссальный. Соседняя республика Алтай тоже колоссальная по потенциалу, там вообще просто тоже все очень красиво, но они вот в этом плане пока впереди нас идут, чем республика Тыва. Вот вопрос менталитету чиновников, должен быть господход. Ну вот, не будем далеко ходить, были с коллегой на прошлой неделе в селе Худ. Угу. Да, я видел, кстати, да. Вот, прямо напротив отделения почты заброшенный аэродром. Со слов местного населения недалеко есть турбазы и место для отдыха, куда люди избранные приезжают за миллионы. Вот. Забрасывают их на вертолетах, едут они снегоходами, квадроциклами. Да? У кого есть возможность. У кого есть возможность, ну, наладить его инфраструктуру, вот вам взлетная полоса. Стоп, ты сказал Худ. Взлетная полоса. Когда построена взлетная полоса? Я не знаю, когда она построена, но не функционирует она с 1992. Ах, эти несчастные коммунисты, мерзавцы, построили в Хуте взлетную полосу, им что, заняться было нечем? Ах, эти коммунисты! Мне даже отправили фотографию первого приема почтовой корреспонденции советских времен. Вот, ты понимаешь? Если это 30, 40, 50 лет назад делалось инфраструктурно, как была Тува развита, сколько денег закачивалось, и как все строилось. Я тебе говорю, вот в Хулаксах был, взлетно-посадочная полоса, готовая яки принимать, вообще без проблем. Летали Хулаксы, Чада, Дим, Чедан, там по всех деревнях, катера ездили в тот же, ракеты, все было. Почему? Иногда говорят, о, КПРФ, а что, вам плохо жилось? А что у вас не так? Все при СССР здесь построено.
Глобально, если давайте сравним. Вот я иногда хотел, знаешь, флешмоб сделать. Мы с ребятами хотели сделать 2 документальных фильма СССР 50-х, 90-х, даже не 50-х, даже 60-х, 90-х, и современная Россия, современная Тува, 90-е, 2020-е. И мы хотели сравнить по экономическому потенциалу только цифры. Знаешь, все время чем нас здесь могут бить? Типа наши карты, типа ходить в ответку. Иногда нам говорят что-то за религию, хотя у нас мы за свободное вероисповедание сейчас. Мы-то говорим глобально. Развитие и рост конкретного человека, на конкретного, не на избранных. Что такое советская власть? Это счастливый конкретный человек, трудоустроенный, сытый, довольный, добрый, готовый стремиться к познанию, понимаешь? Все в Туве делалось. И вот когда мы начали аналитику эту поднимать, советская Тува 60-х, 90-х, 90-х, 2020-х, это просто катастрофа для современного этапа развития Тувы в плане цифр. Ни в какое сравнение, я тебе даже больше скажу, не в 50 раз разница. Уходит за 100, да, Дим? Да. За 100 по показателям. Вот проклятые коммунисты. Ай-яй-яй, мешают нам там. Такие-сякие прокляты, да, все построено. Все родители многих имеют квартиры благодаря советской власти. Имеют пенсии благодаря советской власти, понимаешь? А сейчас что люди наши? Народ, безработица, спиваются, скуриваются и так далее и тому подобное. Как бы статистика, понимаешь? У нас же почему в Туве рождаемость на лидирующих позициях? Безусловно, народ в корнях это, иметь семью. Тувинская семья, дети это все. Смертность немала. И смертность немала. Но, опять же, рожают же часть общества и для того, чтобы получать социальные пособия, чтобы просто жить. Понимаешь? Жить. Поэтому в этом плане эту ситуацию надо ломать. Как ломать? Здесь должна власть озадачиться конкретно. Вот пойми, я всегда говорил, любой чиновник, от главы республики до председателя Хурала, любой, он должен быть супер открытым. Он должен признавать проблемы, он должен признавать свои какие-то кадровые решения, он должен признавать многое-многое-многое. Я даже несколько проектов им говорил. Реализуйте те проекты, которые я вам предлагаю в плане работы с людьми. Чтобы люди понимали, что власть это не какой-то космос, это не какой-то нереально сидящий наверху султан Сулейман, грубо говоря. Это такой же человек, который работает, получая зарплату от наших налогов. Допустим, любой сотрудник ГАИ или МВД должен понимать, что он получает зарплату от наших налогов. И так абсолютно каждый чиновник. Вот разница менталитета восточного и западного. То, что там это понимают, у нас как бы с учетом всех исторических перипетий, традиций, так сложилось. У нас всегда будет дорога. То есть как бы я немножечко другой психологии. Ты не просто должен быть дорогой, ты прежде всего избранный. Тебе определенную волю дали в плане принятия решений, так ты отвечаешь не только за себя, за всех нас. И с тебя можно спросить. Поэтому этот менталитет надо как-то выкручивать. Людям не надо бояться. И вот моя задача, в том числе как первого секретаря КПРФ, показать, что любой чиновник, любой это прежде всего обычный двуногий, двурукий, двуглазый, двууший человек. Он такой же, как и ты. Ну да, там полномочия есть, ну и что? И сюда же вытекают вопросы судов. Правильные и неправильные решения принимают в чью пользу. Данил Багров как говорил, кто прав, тот и сильнее, понимаешь? Но в нашем случае это не работает. Иногда ты можешь быть 100 раз прав, но система даст тебе по мозгам, начиная от судов, заканчивая там и так далее. Поэтому это глобальные вопросы. Вот мы, коммунисты, открыто об этом говорим. Я этого не стесняюсь. Я не стесняюсь об этом говорить. И мои товарищи тоже. Вот как-то так. Один из законных способов сменить ситуацию – это предстоящий выбор. Выборы. Вон там камера 108-го, давай в нее своим потенциальным избирателям. Как же жарко, а? О надобности данной. Уважаемые друзья, жители города Кызыла, обращаюсь к вам от лица всех неравнодушных граждан, для кого выборный процесс и выборы – это возможность на что-либо повлиять и что-то изменить, подчеркиваю, законным способом. Почему надо идти на выборы? Несмотря на то, что многие в них просто не верят, что фальсификации там и другие инсинуации и так далее. Уберите это все в сторону и просто задумайтесь. Если вообще на них не ходить и вообще не принимать активное участие в жизни родного региона, родного города, ничего не изменится. Нас, вас должны слышать. Вашу активную позицию власть должна видеть. Чем мы более безропотные, немощные, такие забитые, тем дольше будет продолжаться застой, тем дольше будет продолжаться
негативные какие-то явления, что в экономике, что в социалке и так далее. Не обращайте внимания на армию, ни бюджетников, ни еще кого бы то ни было, кто зависит от власти. Не смотрите на них, у вас должна быть своя голова. И вы должны понимать, что если я приду на выборы, приведу с собой друга, брата, свата, жену, совершеннолетнего ребенка, и если 5-6 голосов за альтернативного кандидата, за оппозиционную партию проработает, то это уже будет круто. Меньше возможностей для фальсификаций, больше гражданского контроля. Записывайтесь к нам наблюдателями на выборы. Поэтому, понимаешь, трехдневка, да? Вот как проконтролировать трехдневку? Я это людям открыто говорю. Это очень сложно. Чтобы вот за всем этим уследить. Один день было сложно, да, сделать, поскольку есть процессы. А тут 3 дня. Но мы же руки не опускаем. Мы все равно работаем. А знаете, почему я к вам так обращаюсь и почему я уверен в своих словах? За нами же люди стоят. Не только там я, он, она, они. За нами целый народ. Много людей. За весь не отвечаю. Есть те, кто нас, может быть, не любит, не доверяет. Это как бы нормальный процесс. Это норм. Всем нравится невозможно. Но мы-то открыты для вещи, я даже вспотел. Потому что я искренне это говорю прямо на камеру людям. Приходите, поддержите, значит, того человека, не призываю, видишь, открыто. Просто говорю, что кто им понравится. Читайте программы, смотрите биографию людей, смотрите их дела. Если вы говорите, вот, не знаю, что вы сделали, а в социальные сети зайдите. Сейчас же все, Google, Яндекс, поиск, вводите фамилию, там, партию. У вас же все сразу высветится, вы хотя бы это сравните, и тогда можно уже о чем-то говорить. Самое главное, надо приходить на выборы и выбирать людей, которые имеют свое мнение. Не бояться его высказывать открыто, понимаешь? Вот не бояться. Я в свое время же бюджетником работал, я был учителем в школе, я работал. Я помню, как на день учителя к нам приходит сотрудник РАНО с коробками птичьего молока. Там впереди выборы были. Вы же, говорит, знаете, как надо проголосовать? Товарищи коллеги. И я, конечно, человек, имеющий свое... Меня никто не уволил за мои слова, сразу говорю, меня никто не уволил. Я сказал, зачем здесь это говорите? Но я же был как левых взглядов. Кстати, и все мои молодые учителя тоже были наших левых взглядов. Я говорю, вы, пожалуйста, здесь агитацией не занимайтесь. Мы не тупые люди. У нас есть конституционные права. За кого проголосовать мы знаем. Он так немного смутился. Вот с того времени у меня это все тянется. Конечно, власть заинтересована в сохранении себя, сохранении своего влияния, сохранении каких-то своих позиций. Но нельзя забывать, что власть, она же здесь не Богом дана, а выборами там и так далее. Какие бы мы они здесь не были у нас в Туве. Они должны всегда считаться с иной точкой зрения, которой у людей очень много. Вопросов к власти океан просто в Туве. И не надо чиновникам бояться там, от людей там куда-то шарохаться. Это путь в никуда. Надо слышать. Если ты идешь в органы исполнительной власти, ты же должен понимать, что ты на себя ответственность берешь. Не за ксивы, не за возможность поесть в столовой правительства или еще что-то. Ты несешь ответственность перед людьми. Поэтому это номер один. Также депутаты. На нас сказал бы депутат. Ну что депутат? Ну можем принять то, там, в бюджет какие-то там изменения внести, улицу какую-то назвать, там, поругать там в мэрии департаменты, которые могут по направлениям плохо работать. Но депутат же это не царь и бог. Вот Дима не даст соврать. Знаешь, сколько пишут о помощи? Я же не Газпромбанк. Я иногда думаю, почему люди идут к нам, хотя это должны быть органы исполнительной власти решать их вопросы. И еще есть такой момент. Люди боятся озвучивать это публично. И самое, что интересно, когда мы какой-то вопрос поднимаем, не знаю, сталкивался ты с этим или нет, но когда какой-то вопрос в медийке поднимешь, чтобы помочь, идет потом обратная реакция, через день, через два, люди откатную дают. Ой, уберите, ой, вырежите то. Мне позвонили оттуда, мне сказали оттуда. Что у вас, что у нас, мы же тоже контент какой-то выпускаем. То это с этим сталкиваемся. Сталкиваемся, но в разы реже. Я тебе могу сказать, я постоянно практически с этим сталкиваюсь. Мы даже когда что-то снимаем, я говорю, Дим, только ничего не вырезай, давай, как оно есть, все, надо это показывать. То есть там ничего такого нет. Мы пытаемся вопрос решить. Менталитет тоже, видишь какой? Могут кто-то позвонить с мэрии, могут позвонить оттуда. Вырежите, уберите, уничтожить, убрать, стереть с лица земли к чертовой матери. Мы этого не делаем. Поэтому вот как бы такие моменты. Мы, уважаемые друзья, все, мы готовы работать ради Кызыла. Да, мы не всесильны, депутат это не всесильная личность, но по крайней мере прямой диалог с вами, уважаемые наши сограждане, мы вести будем. Это как бы закон. Роман, желаем тебе честной, хорошей, конкурентной борьбы и достижения всех поставленных целей. Спасибо за разговор. От души, четко, мощно, сочно. Красавчик. Все, спасибо большое, спасибо. Да, мы хотим кофе. Пожалуйста, по-братски, сделай кофе.
Мы когда первый выпуск КПРФ сила! подготовим к выходу, совместно давайте выпустим, чтобы у вас... Нет, мы вас дождемся. Вы первые.